Все, можно начинать, не видно? Не видно? Чтобы это голос за кадром не было. Ага. Все, можно начинать. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Приветствую вас от лица регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей в Республике Коми. В связи с тем, что время на вебинар у нас ограничено, составляет всего 20 минут, предлагаю вам задавать вопросы в чате, и я сразу слово передаю председателю жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству по направлению мировая художественная культура Сулимову Владимиру Александровичу. Владимир Александрович, вам слово, пожалуйста. Уважаемые участники нашего вебинара, здравствуйте. Я очень коротко остановлюсь во вступительном слове на тех основных ошибках, которые были при написании работ, и отсюда ошибках как бы в подготовке детей. Это, я думаю, очень важно. Но прежде всего я скажу, что из всех видов искусства, которые были представлены, а здесь в этих работах были вопросы по всем видам искусства, наименьшее количество баллов набрал раздел «Музыка». Раздел «Музыка» – явный дефицит. И, конечно, прежде всего, это неправильное определение произведения. Второе – это неправильные примеры. Соответственно, раз неправильно назван автор произведения, в частности, Ромео и Джульетта, автор Прокофьев, композитор, были названы еще очень много композиторов 19-20 века. Естественно, что потом все уже дальше связано с этой ошибкой, и в 9, и в 10, в 11 классе, вернее, в 10, 11 классе наблюдались вот такие особенности. Что касается 9 класса, то музыкальный конкурс тоже оказался довольно затруднительным, и он был связан с определением цикла Чайковского, и цикл Чайковского, известный детский его альбом, были определены далеко не всем. Дети получили от 4 до 5, максимум до 10 баллов, а там, где высокий балл, то было понятно, что это какое-то дополнительное музыкальное образование. Вот это что касается музыки. Что касается первого конкурса, первый вид конкурса это был киноискусство. Во всех классах основной упор дети сделали на то, чтобы рассказать в части творческой, рассказали нам в основном о Гарри Поттере. И, конечно, гораздо хуже обстояло дело с различными другими произведениями. Ну, например, для меня было удивительно в 11 классе неузнанными очень часто оказывались такие фильмы, как знаменитый фильм «Фрида Золушка», который почему-то путали с мультфильмом про Антошку, и другие были подобного рода нелепые ошибки, которые я отношу, может быть, к волнению детей, потому что не узнать такой фильм «Золушка» довольно сложно. Здесь тоже были трудности. Вот для старшеклассников большая часть трудностей состояла в определении архитектурных решений и, самое главное, персоналий архитектурного бомонда, который был изображен, вернее, не было, а изображен в Санкт-Петербурге. И вот этот вот бомонд, который состоит из целого ряда замечательных наших скульпторов, к которым относятся и Растрелли, и Воронихин, и Монферран, и Тома, такой скульптор, и целый ряд других, Захаров, они были
частично узнаны, всегда частично. Почти ни одной работы не было, даже те, которые войдут в список победителей, а он будет объявлен чуть позже, идет пока наработка, мы еще выложим эти работы, вы сможете посмотреть. Вы сможете посмотреть список, он уже готов, список с вашими баллами, он будет тоже на сайте, все можно будет посмотреть. Но вот это тоже была проблема. Меньшая проблема, как ни странно, а может быть и не странно, заключалась не в том, что не определены архитекторы, а в том, что меньшая проблема. Были определены очень часто во многих работах, были определены правильно те архитектурные постройки, которые вы узнали по их изображениям. Практически там ошибок намного меньше, и там вы получили большой бонус. Вот эти задания построены были так с самого начала, что последнее задание, где вы подходили к необходимости самостоятельного решения такого, создания парка, архитектурных миниатюр, его описания с девизом, планом, это давало очень много баллов. То есть там можно было очень серьезно поправить свои конкретные лакуны, незнания за счет очень серьезного такого элемента творчества, творческой работы. Вот практически все те ребята, которые получили больше 150 баллов, а больше 200 у нас получили только несколько человек, больше 150 баллов, я считаю, уже это не простой был конкурс, это нормальный набор баллов, вот хороший набор баллов. Вот все, кто получили эти баллы, они все выполнили вот эту последнюю задачу. То есть создали свой оцененный, как обычно, если он полностью описан и все его позиции описаны, то есть каждое архитектурное сооружение описано, и этот проект имеет внутреннюю логику, как правило, давало большое количество баллов. И если передо мной вот самые лучшие работы, я нигде не ошибаюсь в том, что практически вот этот 7-й вопрос добавлял вам вот то 75, то 50, то 60 баллов, которые давали сразу большой прирост там, где наши квалифицированные экзаменаторы, квалифицированные специалисты видели, что у вас работа выполнена. К сожалению, у очень многих наших ребят были не выполнены эта работа вообще, то есть 0 баллов. И это очень печально. Кроме того, в 11 классах еще по некоторым позициям есть нули, то есть просто не заполнены целые графы, в том числе и по музыке, в том числе и по живописи. Свои персональные оценки вы увидите. Там, где 0, это значит, вы не приступали к ответу на эти вопросы. Это вам очень сильно снижало балл. Ну, по отношению к максимальным баллам мы считаем, что успешное выполнение республиканского этапа, можете себя проконтролировать по тем баллам, которые вы прочитаете, это половина. То есть вы становитесь призером тогда, когда достигаете оценки в половину максимальной. Половина максимальной – это уже довольно считается приличным результатом, и вы имеете возможность получить призовое место, выйти на призовое место. Но повторяю, на момент нашей с вами беседы эта еще процедура продолжается, потому что не только выставление баллов, но еще просмотр, перепроверка, выставление их в
на сайтах, да, и так далее. У нас открытая система, в том числе и мы принимаем апелляции, какие-то возражения. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Теперь несколько конкретных примеров с вот хорошо выполненными работами. Не будем критиковать. Вот возьмем несколько работ, связанных с 11 классом. Вот работа, на мой взгляд, достаточно полная. Мы видим здесь даже 14 баллов за музыку, и не совершено меньше ошибок, и правильно определены авторы названий литературных произведений, кинопроизведений. Ну и что касается вот, определения архитектурных миниатюр из того листа, который вы имели перед собой, здесь мы видим все правильно определенные позиции. И, конечно, автор получил больше баллов, потому что хорошо выполнил работу, связанную. Даже в небольшом городе можно найти достаточно архитектурных произведений, которые достойны того, чтобы сделать архитектурный парк свой, региональный, муниципальный. И здесь очень хорошо это все представлено. Так что нетрудно было, собственно говоря, пройти вот эти варианты. Теперь, что касается 9 классов, я открою одну из работ. И, если можно, я открою вариант, да? Вот для многих вот этот вот вопрос, связанный с «Маленьким принцем» и вариантами его экранизации, оказался очень сложным. Хотя я думаю, что и телевидение, и наша печать, и наши средства, значит, книжной пропаганды, и школьные библиотеки, и уроки много уделяют внимания такому замечательному произведению. И тут и просто ошибки идут, и неправильное понимание, и тут и с Шарлем Перро это почему-то связано, и с кем-то еще. Это все не так. Или, например, возьмем для 9 класса второй вопрос, где вопрос шел о детях и театре, и надо было рассказать, как выполняются вот эти вот требования нашего одного из первых театров Андрея Болотова, как они выполняются в наше время. И очень часто просто не находили возможности участники вспомнить какие-то детские пьесы в исполнении каких-то детских театров. Это говорит о том, что многие дети, по всей видимости, не видят этих детских театров. Надо, конечно, использовать это полностью. Вот по 9 классу музыка здесь, конечно, Чайковский, и надо было, конечно, это узнавать. Тот, кто узнал, тот дальше очень хорошо мог ответить. Дальше тема матери и ребенка. Вот еще один момент, который, вот эти знаменитые, они во всех классах, скульптурная композиция «Зодчик», от 5 до 9 узнаваний было. Не было ни одного у нас, ни одной работы, где никого бы не узнали. Кого-то из архитекторов узнали и правильно написали, то есть кого-то знали. Узнавали вот эти вот миниатюры. И во всех классах много ответов правильных узнавали по миниатюрам,
в парке миниатюр в Санкт-Петербургском, узнавали сами эти архитектурные произведения. Это очень важно. Вот парк архитектурных миниатюр и понимание того, что здесь изображено, у многих детей было. Да? И вот это что касается, может быть, особенностей 9 класса. Лучше всего у нас, по тем данным, которые на сегодняшний день написали дети из 10 класса, для них оказалось, по всей видимости, проще посмотреть на вот дети и театр, там почти не было ошибок. Даже в разделе «Музыка» были попадания, потому что здесь, на мой взгляд, проще вопрос. Здесь вопрос был о том, из каких двух произведений, скажем, понятно, кто «Свадебный пир», «Песнь баяна», «Каватина Людмилы», да, «Пещера Финна» и «Мар Черномора». Это из Руслана и Людмилы, конечно, да, Римского-Корсакова. А вот «Веселье в келье Чудового монастыря» и все прочее, это, безусловно, знаменитое опера Борис Годунов с изумительным текстом, так сказать, по мотивам Пушкина, написанная братом Петра Ильича Чайковского, и, собственно говоря, замечательная музыка самого великого композитора. Изобразительное искусство здесь в деталях, может быть, не просматривалось, но было узнаваемо. «Девочка с персиками», «Тройка» Перова были узнаваемы. Скульптурная композиция Зодчий, она повторяется во всех трех. И там то же самое. Вот парк и текстурных миниатюр я уже вам сказал. И вот что, какая проблема. Ну, казалось бы, Николай Бурляев очень известный актер, и все прекрасно знают у нас, и он очень часто выступает с экрана, и воспоминания пишет об Андрее Тарковском и о том, как он играл в его замечательном фильме «Андрей Рублев». Вместе с тем половина ребят написала, что это Никита Михалков. Вообще очень часто сбивает то, что на нашем телевидении, в СМИ очень часто повторяются какие-то фамилии. Никита Михалков на слуху, ему приписываются чужие фильмы, ему приписываются чужие роли, ему приписываются чужие заслуги, все что угодно, что бы было ни сделано, все Никита Михалков. Этим отличается Олимпиада от обычной беседы, что она осуществляется на основе глубокого интереса автора к этой отрасли, к этой области искусства, но и к мировой художественной культуре, которая объединяет все виды искусства. То человек должен просто любить искусство, поэтому много читать текстов культуры, много читать литературных текстов, смотреть альбомы. Слава богу, компьютер работает на всей территории городов и районов нашей славной республики. Можно все это читать, смотреть и таким образом готовиться, еще раз готовиться. Всех, кто написал хорошо, я поздравляю. Всех, кто написал хуже, я не говорю плохо, хуже, не расстраивайтесь, все в будущем. Особенно те, кто сейчас в 9-10 классе, готовьтесь, и вы пройдете эту Олимпиаду и получите соответствующие наши грамоты победителей.
в следующий раз. Спасибо. Спасибо большое. Я еще пару слов скажу по порядку. Скажите. Да? Если нет вопросов, я пошел. Да, Нет да, вопросов. спасибо большое. Я думаю, мы в рабочем порядке, если что, решим. Уважаемые участники Олимпиады, представители, у нас утвержден определенный порядок оценивания, показа работ, анализа олимпиадных заданий и проведения апелляций для отдельных предметов, те, которые проводятся на местах. Вот и направление мировое искусство, мировая художественная культура является как раз таким направлением, где у нас по вебинару был осуществлен анализ олимпиадных заданий. Показ работы осуществляется индивидуально согласно порядкам в рамках запроса, который вы можете направить в течение суток после проведения показа работы, то есть сутки у вас сейчас есть на отправку запроса, соответственно, вам в ответ на электронное письмо придет уже ваша работа с оценками жюри и проставленными баллами, где вы можете посмотреть. Далее, согласно порядку, который висит на сайте регионального центра, вы можете обратиться, или если все вас устраивает, есть определенный порядок апелляции. Поэтому, если какие-то вопросы, смотрю, вопросов нет, Владимир Александрович ушел, значит, следующий шаг у нас показ работ по запросам, и далее уже окончательное подведение итогов после проведения процедуры апелляции, если такие будут. Еще момент, значит, предварительный протокол с количеством баллов будет вывешен также на сайте регионального центра, где вы можете ознакомиться. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вы знаете наш сайт, обращайтесь к нему, вы знаете нашу электронную почту, тоже можете писать при необходимости. Спасибо большое.